Меня зовут Анна. В следующем году я заканчиваю учебу в школе. Я часто думаю о том, кем мне стать. Кем я буду? Какую профессию мне выбрать? Некоторые мои друзья уже определились. Похоже, в будущем меня ждет много менеджеров, юристов и финансистов. Интересно, смогут ли они все устроиться на работу? Что происходит с теми, кто уже получил диплом менеджера или юриста? Что означают эти данные? То, что больше половины ребят, окончивших вуз, не могут найти себе работу по специальности? Куда же они пойдут работать? Зачем, скажите, надо учиться 5 лет, чтобы потом устроиться на работу по другой специальности, а то еще и учиться на нее дополнительно год или 2? Нет, такой путь не для меня. Я хочу сразу выбрать такую специальность, которая точно будет мне по душе. Будет соответствовать моим личным качествам. А самое главное, на нее должен быть спрос. И не только сейчас, но и через 5-6 лет, когда я закончу свою учебу. Многие профессии уходят в прошлое. Процессы автоматизации, научно-технический прогресс и, конечно, интернет. Все это меняет нашу жизнь. Какие-то профессии исчезают за ненадобностью, зато появляется много новых. Я хотела бы узнать, какие профессии появятся в будущем, какие будут востребованы. Давайте вместе посмотрим, какие перемены нас ожидают. Во-первых, отметим рост численности населения. Еще 20 лет назад на планете жили 5 миллиардов человек. Сейчас их уже 7. Когда ты закончишь свое образование, будет 9. Что из этого следует? Потребность в продовольствии резко увеличится, а вот площадей под выращивание продовольственных культур больше не станет. На помощь сельскому хозяйству, обеспечивающему нас пищей, придут инженеры генетики и сити-фермеры. С помощью генных технологий будут усовершенствованы сельскохозяйственные культуры. Повысится урожайность, то есть количество продукции, собираемой с 1 гектара земли. Технологии позволят собирать по несколько урожаев в год. Одни и те же культуры будут адаптированы под различные природно-климатические условия. Засушливые земли и болотистые, холодный климат и жаркий. В городах, на вершинах небоскребов, появятся фермерские хозяйства, в которых с помощью гидропоники и технических конструкций будут круглогодично выращивать нужные нам овощи и фрукты. То есть профессии, связанные с природой, такие как агроном или фермер, останутся востребованными. Хотя, вероятно, они получат новое название, которое будет отражать суть перемен. Верно. Вместе с этим увеличение численности населения на планете априори будет сопровождаться ростом жилищного строительства и модернизацией городской инфраструктуры. Люди начнут прокладывать умные дороги, снабженные различными датчиками и специальными устройствами для оптимизации движения и безопасности в пути. То есть строители, проектировщики, архитекторы тоже будут нужны. Им придется постоянно изучать и внедрять новые технологии и изобретения.